Привычный поход с обеда на работу для Людмилы Буслаевой был омрачен полученной травмой. Поскользнувшись на небольшом спуске, она заработала сложный перелом лучевой кости. Теперь женщине придется некоторое время провести в гипсе. Подскользнулась, я не знаю, каким образом. Хотела, видимо, руку подставить. Получилось, что вот как-то согнулась она у меня. Как отмечают медики, количество подобных травм с наступлением тепла заметно возросло. В случае потери равновесия человек прежде всего подставляет руки, чтобы удержаться. Травмы в основном это типичные, свойственные для гололеда. Это переломы лучевой кости, так называемые переломы в типичном месте, и переломы лодыжек. Одной из самых опасных травм, по словам врачей, может быть сотрясение головного мозга. В этом случае и при получении других видов травм следует незамедлительно обратиться к врачу. Скользкие дороги и тротуары стали причинами травмирования населения. За последние несколько дней число обращений в городской травмпункт увеличилось в разы. За медицинской помощью ежедневно обращается более 70 человек. Горожане сетуют на то, что скользкие тротуары встречаются не только на окраинах, но и в центре города. Новые плиты на площадях Якутска у пешеходов вызывают опасения. Не придали ума, нет у людей понятия, что такое скользко. На плитке скользко, а на асфальте нет. Современные вот эти тротуары, когда они очищают, они сами по себе скользкие. Чтобы обеспечить безопасность на дорогах, городские службы ежедневно посыпают их песком. Дорожники выходят в 2 смены с 5 утра и с 8 часов вечера. За одну такую смену в борьбе с гололедом используется порядка 200 кубометров песка. В смену у нас выходит 8 машин специальных оборудования для подсыпки. По городу они производят работу по подсыпке перекрестков, автоостановок, автобусных остановок, пешеходных переходов. По прогнозам синоптиков, к концу месяца ожидается потепление до минус 5 градусов. Чтобы обезопасить себя от падений на скользких тротуарах, врачи рекомендуют надевать обувь с нескользящей подошвой, обходить заледеневшие участки дорог и быть внимательными на ступенях. Галина Погодаева, Иларион Федоров, Вести, Якутск.